Жильцы дома Очиченко, 28, переехали в маневренный фонд. Светлые теплые квартиры нашлись в новостройке по улице Бабушкина. А произошло это лишь после вмешательства в ситуацию уполномоченного по правам человека и прокуратуры города Якутска. История дома по адресу Очиченко, 28 получила резонанс после коллективного обращения жителей на горячую линию уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия. Этот дом в буквальном смысле сошел с оклада и находится в шатком состоянии. В доме перекосило все от лестницы, стен и пола. Потолок может обрушиться в любую минуту. Специалисты не берутся делать какие-либо прогнозы. После обращения в скором порядке было проведено заседание ГОЧС, на котором принято решение об укреплении дома. Однако управляющая компания отказалась от этой работы, да и сами жители были против, потому что укрепление планировалось проводить без переселения собственников, то есть подвергнув их жизни опасности в случае обрушения дома. Судьба всего дома повисла в воздухе. Прошел не один ряд заседаний с привлечением всех ответственных, от специалистов ДЖО и управы округа до сотрудников прокуратуры и жилнадзора. Жители настаивали на переселении. На предложенный им ДЖО маневренный фонд в виде общежития по улице Лонгинова они отказывались. Тогда уполномоченный Сардана Гурьева инициировала прокурорскую проверку всего маневренного фонда города Якутска на наличие свободных квартир. И они нашлись. Для жителей все закончилось благополучно. В маневренном фонде они будут проживать в человеческих условиях до момента их переселения в новые квартиры на постоянную основу. Жильцы довольны переехать с этого дома в более, конечно, нормальный дом, который не будет там сыпаться. Вы же видите, полы неровные, все неровное, неизвестно, когда засыпется этот дом. Естественно, люди довольны, что переезжают и живут в нормальных условиях. Ну, с одной стороны и довольны, а с другой стороны мы бы хотели, чтобы уже сразу в свою собственность, а не какое-то временно, а потом куда закинут, еще неизвестно и когда закинут. Сейчас на 628 аварийных домов в столице Якутии 10 находятся в тяжелом положении, под угрозой жизни собственников. По решению жилищных проблем жильцов Очиченко, 28, там сейчас идет 2 этапа. В связи с тем, что действительно возникла реальная угроза жизни граждан, а это было подтверждено актами управления стройнадзора, значит, пока происходит переселение в маневренный жилищный фонд. Действительно, мы с удовлетворением отмечаем, что жильцам улицы Очиченко, 28 предложены комфортные условия проживания. Они в таких, конечно, помещениях не проживали. И ведь есть на сегодня органы власти определенные резервы по решению вопроса такого уровня. И второе, мы с вами знаем, что ожидается уже путем включения уже программу переселения из аварийного жилья по предварительной информации. Это 2019 год от Департамента жилищных отношений окружной администрации города Якутска. Будет уже переселение, как они говорят, настоящие их дома, где они будут уже проживать постоянно, где будет определенные там уже требования соблюдаться законодательству по переселению. И, конечно, жильцы этого ждут нетерпением. Данное обращение жильцов к уполномоченному дало толчок к четкому взаимодействию исполнительных органов власти, и благодаря совместной работе разработан регламент и методы действенного решения проблем аварийных домов. Но собственникам жилья нужно знать, что только по законным документам на квартиры и помещения они могут рассчитывать на конкретную помощь.